Ассаламу алейкум, махкой. Добрый вечер, уважаемые друзья и зрители канала. В Чеченской Республике рассылаются сообщения, что очень много змей, что видели их. Я, в принципе, свой номер давал в прошлый раз. Просил мне сказать, где их увидят. Мне вот из нескольких мест звонили, как правило, с окраины города Грозного. Я выезжаю, уже по нескольку раз выезжал, смотрел, правда, недолго искал, не караулил. Несмотря на то, что говорят их вроде много, я пока ни одной не видел, к сожалению. Меня спрашивают, собираюсь там убивать или что. Нет, я не собираюсь убивать, потому что считаю, что на самом деле они приносят пользу, хотя они, конечно, очень страшные. Сами по себе они пугают людей. Кто-то считает, что я змеелов. На самом деле я ни одной змеи не поймал, ни одной тем более не убивал. Просто мне интересно поймать. Хочу попробовать посмотреть, как она себя ведет, когда ты с ней вступаешь в контакт. Посмотреть повадки. Научиться ловить змей хочу, в общем. И сейчас активно рассылалось в последние дни сообщения о том, что МЧС предупреждает, что там много змей, что ядовитые, что они нападают. Я спрашивал в руководстве МЧС, спрашивал руководителя пресс-службы МЧС буквально вчера и сегодня. Мне ответили, что на самом деле они такого сообщения не давали. Но, тем не менее, к ним тоже поступают периодически сообщения, что видели змей, и, насколько я понял, это их тоже беспокоит. Такая ситуация. Вопрос, в прошлом году у нас была тема, что где-то приехали какие-то военные на грузовиках, на КАМАЗах, выбросили змей, что вот они специально сделали для того, чтобы нам принести вред, все такое. Именно в это мне не верится. Объясню почему. Дело в том, что в прошлом году, допустим, я видел нескольких змей. Одну-две видел живые, нескольких видел на окраине города уже убитые. Они, как правило, все были длиной 1,70 м, 1,80 м, где-то так. И массово они появились только в прошлом году. Что люди прям видели их. Они появились вместе с жарой, между прочим. И так получилось, что мне стало интересно, насколько это возможно. Я начал искать информацию, просил людей, которые знают что-либо. Сообщение такое рассылалось, голосовое, о том, что пришли военные, выбросили там ящик со змеями, что так и так с какого-то автомобиля военного. Один человек мне позвонил, сказал, что якобы такое произошло в Волгоградской области, что действительно выбросили какой-то ящик возле какой-то кошары. Насколько он мне объяснил, насколько я его правильно понял, похоже, что там именно из-за какой-то кошары была просто, наверное, экономическая конкуренция, кто-то кого-то пытался таким образом напугать или выжить. Что-то типа этого. Я слышал от человека, который мне звонил, я слышал такую версию. А насчет того, что в Чечне забросили, в Чеченской Республике забросили там военные в ящиках змей, чтобы принести вред людям, в это лично мне не верится по одной простой причине. Те змеи, которых я видел, допустим, в прошлом году, я говорю, они были 1,70 м, чуть длиннее. Я узнавал, в основном это желтобрюхие полозы были, все которых я видел здесь в городе, убитые, смотрел, это были желтобрюхие полозы. Желтобрюхий полоз считается не ядовитой змеей, но она считается самой агрессивной змеей вообще в Европе, на европейской части материка Евразия. И она считается самой большой змеей в Европе, она вроде бы дорастает до 2,5 и более метров. Кто-то скажет, что гюрза еще больше, я не знаю, не специалист, я говорю о том, что прочитал в интернете. И примерно
изучал многие статьи, многие материалы и вычитал, что где-то 1,5 метра эти змеи достигают где-то к 5-6 годам. В результате получается, для того, чтобы в основном змеи как раз вот от 1,5 метра и выше, которые мы видим, получается для того, чтобы вот так вот их взять, забросить, их где-то 5-6 лет откармливали, их где-то 5-6 лет выращивали. И вот взяли, добив до того состояния, их якобы выбросили. Даже если это не только желтобрюхие полозы, но и другие ядовитые змеи, тоже получается, что несколько лет их надо было выращивать, откармливать, где-то содержать, а потом выбрасывать. И, допустим, возьмем тех же желтобрюхих полозов, агрессивных вот этих больших змей. Видео, фотографии я смотрел, которые рассылаются. Это, насколько я понимаю, тоже те же самые желтобрюхие полозы. Что они делают? Они пожирают грызунов, они, по-моему, пожирают других ядовитых змей и говорят, что вроде бы пожирают саранчу. Получается, что все три эти варианта приносят пользу человеку. То есть, по большому счету, вообще змеи приносят пользу человеку тем, что едят грызунов, которые приносят вред сельскому хозяйству. То есть змеи, в данном случае желтобрюхие полозы, которые пожирают грызунов, пожирают саранчу, они приносят нам пользу. И я немножко сомневаюсь, чтобы военные, или о которых там говорится, которые в тайне приносят, что каких-то змей выбрасывают, что какие-либо военные были бы настолько озабочены тем, чтобы принести нам пользу, что 5 лет где-то отращивали, выращивали змей, содержали их, принесли и выбросили. А если они нам чисто змеями хотели принести вред, то немножко ошиблись со временем. Бросать там ядовитых змей, это, наверное, 16-17 век. Сегодня нас вон по всей планете с воздуха химтрейлами травят, всякими бактериями заражают. Там, на том уровне молекулярном, на котором мы не видим. То есть сейчас другие времена, другой век, другие технологии. Так что я сомневаюсь. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я сомневаюсь, что забрасывают змей, специально их где-то выращивают, потому что, по большому счету, это только пользу приносит. Я не видел, не слышал, чтобы у нас в республике кого-то ужалила змея, чтобы кто-то умер от укуса змеи. Нападают, да, нападают, бывает. Бросаются на людей, но, как правило, безрезультатно. Вот как мне однажды сказал один умный человек, змея первая старается от тебя убежать, а не напасть, потому что знает, что ничего хорошего от человека ей ждать не нужно. Вот такая вот ситуация. Ну, вот здесь вот, допустим, в микрорайоне мне говорили, что видели змей, но я с тех пор несколько раз приезжал, приходил, смотрел, искал. Ну, нету ничего, не вижу, к сожалению. Но если вдруг где-то что-то увидите, вот реально, очень интересно посмотреть, попробовать поймать, тогда, пожалуйста, если увидите ее, не трогайте, срочно звоните по номеру 8 928 002 56 56. И один очень большой совет. На самом деле, тот кто сделал эту рассылку якобы от имени МЧС, на самом деле можно сказать, что он даже пользу принес. Потому что, может быть, из-за этого прочитали это сообщение, люди как бы где-то, может, даже испугались, были более осторожны. Потому что все равно вот с этой жарой очень много змей появилось действительно в разных регионах. Ставропольский край, Краснодарский край, Красноярский край, Саратовская область, Армения, Грузия. Ну, в интернете из разных регионов, из разных стран, из разных городов, там, областей сообщения выставляются о том, что там или там видели ядовитых змей, о том, что увеличилось количество змей, что вот они появились откуда-то. То есть не только здесь, во многих регионах они появились. И, наверное,
Это связано именно в первую очередь с жарой. И если они подошли, появились именно в населенных пунктах, что их люди начали встречать, наверное, тогда их кормовая база, то есть те же грызуны, каким-то образом, может быть, начали переселяться, я не знаю. Я не зоолог, к сожалению, но, наверное, этому есть какое-то логическое объяснение. Вот такая ситуация. Так что, если здесь в городе Грозном увидите змей, пожалуйста, не убивайте. Я попробовал бы поймать, если получится. Меня спрашивают, зачем? Просто интересно. Просто интересно. И все. Вот такая вот ситуация. И если вы встретитесь со змеей, если вы не являетесь специалистом, я тоже не являюсь никоим образом специалистом, с любой змеей ведите себя так, как будто она ядовитая. Лучше, как говорится, перестраховаться, чем по наивности связаться со змеей, с которой связываться не стоило бы. Все равно это опасные создания. И что дал это был масера дал лучших. Адика верш.